Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз, дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз, дайын бол. Бұл нышан, шуақты ақшам, қыран құс, ұлдарың сен үшін әр қашан. Россияне, вы что, совсем неблагодарные? Вы что думаете, Казахстан вам просто так, что ли? Ваш Путин вверг вашу страну в хаос. А сегодня мы говорим о том, что пора возвращаться на родину, нашим областям, которые в свое время Россия в наглую забрала у нас. Это Оренбургская область, это Курганская область, это Тюменская область, это Омская область, это Астраханская область. И вам надо успеть, братья казахи, братья русские, которые живут в этих областях, заскочить на поезд, который уходит. Россия закончилась, ребята. Поверьте, это говорим мы вам, казахи. Да, мы будем отмечать День Победы, но День Победы Украины над Россией. И сегодня нашим братьям, которые живут по соседству с нами, это Якутия, Тува, Хакасия, это Татарстан, Башкортостан, это Закавказские, Кавказские республики. Вам тоже уже пора понять, что вам не по пути уже с Россией. Эту страну уже закончили. Благодаря неграмотной и тупой политике вашего лидера, который сегодня сидит. Это вам наш ответ от казахов. Это говорю я вам. Человек из Казахстана, меня зовут Батыр Сейтенов. Все, Россия закончилась. Так что, ребята, успевайте на последний поезд. Всем всего доброго. Обращение к Тиграну Кеосаяну. Выслушав вот это ваше страстное обращение к казахстанскому народу, я решил подробно разобрать этот вдохновенный спич. Ну, в первую очередь о хитрожопости, которую вы упомянули. Вам не кажется, господин Кеосаян, что этому искусству многие государственные деятели, и не только государственные, учатся у вас и вашей супруги Маргариты Симонян? Надо признать, что в этом деле вы достигли непревзойденных высот. Героический ваш вот этот пафос, который звучит в вашем этом обращении в защиту интересов отнюдь не страждущего армянского народа, вы знаете, он вызвал чувство обиды у многих ваших соплеменников. Перед этим обращением я хотел обратиться. Я хотел бы тоже обратиться так же страстно, как это сделали вы, заявить: армяне, братья, но тут же осекся. Ибо не понял, кто вы, чета Кеосаян. Деньги свои храните в Соединенных Штатах, отдыхаете в Европе, зарабатываете в Россию, фамилию приобрели армянскую. Как это понимать? Искусство конспирации? Впрочем, понять вас можно, ведь не ровен час поменяется власть в России, тогда придется вам бежать из страны. Поэтому необходимо иметь несколько запасных аэродромов. И еще, вы знаете, слушая вот это ваше обращение, я почему-то подумал о том, что не дают вам покоя лавры и богатства Владимира Соловьева. Судя по всему, здесь разгорелась нешуточная конкуренция, и Тигран решил потеснить своего коллегу в сфере вот этого бизнеса. Тем более сейчас, когда утопающая российская власть отчаянно хватается за соломинку, она не жалеет средств на приобретение идеологических проституток. Надо признать, что сегодня в России спрос на этот товар резко возрос. И в заключение я хотел бы привести, вы знаете, вот такую очень популярную у нас в народе казахскую поговорку. Она очень точно отражает нынешнюю политическую ситуацию. Бірдеме айтамын десең айналайын, алдымен көтіне қара. Дайын бол, хей Аллаш, ақылды оятамыз, дайын бол, хей Аллаш, әлемге бояутамыз, дайын бол. Бұл нышан, шуақты ақшам, қыран құс, ұлдарың сен үшін әр қашан.